добрый вечер. В эфире новости Осетии. В студии Инна Мазаева, и прямо сейчас расскажем о главных темах выпуска. Я предлагаю также проводить и бизнес-сессии, больше общения. Может быть, неплохо было бы провести Дни Республики. Укрепить деловые связи. Северная Осетия расширяет сотрудничество с Белоруссией. Перспективы председатель правительства Борис Джанаев обсудил на встрече с делегацией союзного государства. Мы очень долго к этому шли, мы много работали, старались. Прочувствовать, прожить и передать зрителю весь спектр эмоций героев. Уже завтра во Владикавказе представят одну из самых ожидаемых премьер года – мюзикл «Фатима». На репетиции побывала наша съемочная группа. Ребята начинают больше узнавать друг друга, дружить. И, соответственно, народы тоже начинают больше понимать друг друга. Развивать межнациональные связи и хранить культурное наследие. В Северной Осетии проходит 7-й всероссийский проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Коммунальная инфраструктура, тарифная политика и готовность регионов к отопительному сезону. Сергей Миняйло участвовал в пленарном заседании Госдумы. После на встрече с Вячеславом Володиным глава передал предложения, которые помогут усовершенствовать законодательство в вопросах развития ЖКХ. Например, уменьшить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от совокупного семейного дохода с 21% до 10%. В Северной Осетии практически завершили консолидацию имущества предприятий, которые ранее оказывали жилищно-коммунальные услуги. Приводят в порядок ветхие сети, обновляют спецтехнику, работают над платежной дисциплиной. Республика – один из 3 регионов, участвующих в пилотной программе правительства России. Нам надо обязательно по итогам сегодняшнего разговора выйти на предложение, позволяющее многие проблемы снять в регионах. И это не только в части формирования правового поля, о чем мы говорили, повышение ответственности, открытости, прозрачности работы управляющих компаний. Это не только вопрос, связанный с теплоэнергетикой, где мы говорим о необходимости формирования более дешевых видов теплоэнергетики. Мы с вами должны посмотреть и вопросы, связанные с инвестированием в эту сферу. Есть поручение президента. Если более триллиона освобождается и есть возможность выделить средства, приоритет модернизации ЖКХ. Северная Осетия и Беларусь расширяют сотрудничество. Премьер Борис Джанаев встретился с председателем Госкомитета по науке и технологиям союзного государства Сергеем Шлычковым. Стороны отметили перспективы в здравоохранении, предложили организовывать совместные семинары, тренинги, конференции, мастер-классы и стажировки врачей. Есть идеи по обмену студентами для обучения по аграрным специальностям, бизнес-миссиям с предпринимателями. Подводя итоги, Борис Джанаев предложил провести Дни культуры Северной Осетии в Беларуси. На совещании подписали план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. У нас большая ниша, большой потенциал. Это в области образования, спорта. Мы сегодня не говорили об этих направлениях. Это культура, которая тоже найдет свое место. И все остальные истории, которые можно сегодня брать во внимание, они должны быть задействованы. Сегодня же премьер провел рабочую встречу с первым заместителем директора Российской телевизионной и радиовещательной сети по капитальному строительству и контролю за реализацией госпрограмм Олегом Адамовым. Обсуждалось дальнейшее взаимодействие и расширение мощностей. Телевышка во Владикавказе высотой 210 метров уже готова. Ее возвели с учетом требований сейсмо- и ветроустойчивости. Следующий этап – технологическое здание. В нем разместят оборудование. Борис Джанаев отметил, новый комплекс даст импульс дальнейшему развитию телерадиовещания в Северной Осетии.
Регистрацию в Роспатенте брендов «Осетинские пироги», «Осетинский сыр» и «Осетинское пиво» обсудили на совещании в Минсельхозе. Его провел руководитель ведомства Алан Кусраев. Недавно Штырныхаш обратился к Сергею Миняйло. Главу попросили дать указание создать товарный знак. Так решили после ряда резонансных случаев, когда пироги продают как осетинские, а начинку делают из курицы, шпината и даже свинины. По мнению специалистов, запатентовать именно пироги не так просто, потому что их пекут уже по всей России. Сейчас главное утвердить традиционный состав и технологию производства. У пирогов и пива сакральное значение. Ими возносят молитвы. Сейчас есть возможность зарегистрировать отдельно уалибах, сахараджан, фатчин и другие наименования. Начиная с 2017 года уже некоторые общественные организации обращались и в Роспатент, и в Министерство сельского хозяйства России для того, чтобы эти товарные знаки или эти бренды, закрепить. Но они получали отказ. С точки зрения действующего законодательства, это довольно сложная процедура. Победители игр стран СНГ, спортивных игр стран БРИКС и спартакиады стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья будут поступать в вузы на профильные специальности без вступительных экзаменов. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Спортсмены-победители этих турниров смогут поступать без конкурса на бюджетные места. Им доступны программы бакалавриата и специалитета. До сих пор таким правом пользовались только чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а также чемпионы мира и Европы. Специалистов в сфере туризма начнут готовить уже в следующем году. Об этом говорили на заседании в политехническом техникуме. Накануне в Доме правительства министр образования Северной Осетии Лали Бекова и гендиректор Кавказа РФ Андрей Юшманов подписали соглашение о сотрудничестве. Также ГМТ представил будущий дизайн мастерских для обучения студентов. В мероприятии участвовал замминистра экономического развития России Сергей Назаров, руководители учебных заведений и представители бизнеса. Проект реализуют по федеральной программе «Профессионалитет». Нам необходимо вкладываться и, самое главное, объединять работодателей под идеей подготовки на базе наиболее активно развивающихся средних специальных учебных заведений по созданию неких образовательных кластеров, где бы мы вместе, опять же говорю, вместе готовили специалистов, которые нам нужны. О дефиците кадров сегодня только ленивый не говорит в нашей стране. И эти цифры на самом деле зашкаливают. Вот мы вчера приводили такие цифры только на наших курортах, где мы управляем особыми экономическими зонами, в том числе и в ближайшее время мы планируем сдать курорт Мамисон горнолыжный. Вы тоже об этом знаете. Вот только на Мамисоне у нас дефицит кадров 200 человек. Старшие классы – важный и ответственный период. Ребята определяются с профессией, начинают готовиться к экзаменам и поступлению. В современных школах для этого есть все возможности. Программа состоит из базовых, профильных и непрофильных предметов. Не отстают от трендов и в Кизляре. Моя коллега Алена Агаева подробно расскажет, как там организовали учебный процесс. Мадина Будайчиева много практикуется в точке роста в медицинском классе и мечтает стать врачом. В детстве она не играла в куклы, как ее сверстницы, а часто проводила время в местной больнице, пока ждала маму с дежурством. Сейчас девочка изучает профильную литературу. Она понимает, какую ответственность на себя берет, поэтому ей нужны знания. У нас бывают выездные практики, нас в поликлинику, в амбулаторию мы ездим, нас нам показывают, как нужно использовать приборы. Мы научились некоторыми приборами пользоваться. На уроке биологии нам тоже показывают, как нужно пользоваться микроскопами. На уроке химии нам объясняют, как это все нужно делать подробнее. А вот Джабраил Балаев выбрал военное дело. Он больше года назад дал клятву и стал юным пограничником. В кадетском классе он проходит строевую огневую подготовку. А еще ребята управляют квадрокоптерами и даже выезжают на границу. Изучают территорию, почву и следы нарушителей. В конце месяца их ждет поездка в Москву. Там проведут встречу в управлении погранвойск.
Мне нравится быть пограничником. Тут много всего интересного. Автоматы, очень много всего о пограничниках. Мне нравится форма. Хочу служить Родине. Новые кабинеты, коридоры, площадки, в наличии все необходимое оборудование, актовые тренажерные залы. Ребята также учатся по профилю. Есть медицинский, педагогический, кадетский, пограничный классы, класс МЧС. Специалисты уверены, детям будет легче определиться с профессией. Предпрофильная работа в школе, на наш взгляд, это очень существенная помощь для родителей и детей. Очень тесно взаимодействует с различными вузами, СУЗами, очень тесно ведется работа с различными учреждениями. Есть и собственный музей. Его открыли по региональному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. Школа растет и развивается. Здесь планируют проводить еще больше мероприятий. Теперь для этого есть все условия. Алена Агаева, Алена Чепкова. Новости сети. Во Владикавказ приехали студенты МГУ. Лингвисты исследуют грамматику и лексику осетинского языка. Словари им больше не интересны. Цель поездки – общение с носителями. Несколько часов в день они занимаются со сверстниками в СОГУ и сотрудниками СОИКСИ. А после изучают конструкции и строение слов, синтаксические и семантические свойства. Например, суффикс «гомау», союз «самэй», частицу «дар» и многое другое. Процесс контролирует преподаватель кафедры МГУ Ирина Хомченко. Мы, конечно, занимаемся не только осетинским, я занимаюсь финно-угорскими языками, другими иранскими, вот мы также занимаемся, и Данил тоже. Но вот осетинский все равно очень красивый язык, очень приятно им заниматься. Не всегда понятно просто по корпусу, как именно употребляется какая-то единица. Поэтому нам приходится консультироваться с носителями и спрашивать не только, как можно сказать на осетинском, а как еще нельзя сказать, потому что, опять же, в текстах и в словарях нет отрицательного языкового материала, а он как раз очень важен для нашей работы. Помогать и познавать. На Северном Кавказе проходит волонтерский проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа». Участвуют 45 добровольцев из разных регионов – Центральной и Южной России, Западной Сибири и СКФО. Главная задача – сохранить и укрепить связь между народами через общественно полезный труд и просвещение. В составе отряда 3 группы – горцы, кунаки и орлы. Программа традиционно насыщенная. Работы на объектах культурного наследия, изучение достопримечательностей, мастер-классы и экскурсии. Кроме того, ребята пробуют себя в роли журналистов-блогеров, создают фото и видеопубликации, заметки, репортажи, онлайн-дневники, в которых делятся впечатлениями. Помогать, познавать, рассказывать, дружить. Главный девиз проекта «Маяки дружбы. Башни Кавказа». В живописную Осетию волонтеры приезжают с 2016-го. Возраст участников разный. Сейчас самому младшему 13, а старшему 61 год. Есть и гости из Словакии. Зузана Андрианинова, студентка финансового университета при правительстве страны. Русский язык и культура пришлись ей по душе еще во время учебы в билингвальной школе в родном городе Кошице. Узнав о волонтерском проекте, девушка, не задумываясь, подала заявку. Рассказывает, добрые дела – это не просто слова, а поступки, которые нужно показывать на своем примере. Мне очень понравилось здесь. Природа потрясающая, люди тоже очень хорошие, добрые, и всегда они нам помогают, мы им помогаем, и это очень хорошо, и впечатления невероятные. А вот Иван Кихтенко родом из Донецкой Народной Республики. В начале СВО молодой человек переехал с семьей в Россию. Но, как сам признается, спустя время не смог даже спокойно спать. Чувствовал, что обязан выполнить гражданский долг. Вернулся и отправился в армию. В тот момент его отчим служил в артиллерийских войсках, куда распределили и Ивана. Провел в зоне спецоперации чуть больше 2 месяцев. И не понаслышке знает, как важна помощь и поддержка тыла. Видел, как к нам привозили гуманитарку, те же самые письма школьников. Просто незнакомые дети совсем. Но ты читаешь, и не то, что внутри что-то содрогается, прям слезы начинают самовольно идти, честно. Это, я не знаю, как это передать словами, но здесь я пытаюсь какими-либо усилиями помогать нашим солдатам, которые там сейчас в окопах сидят и нас защищают, которые дали мне возможность быть, в принципе, здесь. 8 лет организация помогает восстанавливать культурные объекты нашей республики. Среди них башни Тидеевых и Хурумовых. В этом году в числе добровольцев 15 студентов из ЛНР, ДНР, Херсонской, Московской, Смоленской и Курской областей.
детей. После подачи заявки они проходят отбор и короткое обучение по психологии и медицине. Перед поездкой внимательно изучают культуру и традиции региона. За несколько дней команда успела провести экологические акции. Ребята очистили от мусора территорию вблизи Нузала и сероводородных источников Томиска. А по экскурсионной программе посетили Кармадонское ущелье и Даргавс. Конечно же, важно совершать добрые дела, и хочется, чтобы это шло именно из души, из сердца ребят. Поэтому мы сначала, конечно же, работаем над тем, чтобы познакомиться, чтобы ребята расслабились, чтобы ребята смогли свои чувства как-то выплеснуть наружу, да, чтобы действительно это шло все от сердца. И через эту деятельность ребята начинают больше узнавать друг друга, дружить, и, соответственно, народы тоже начинают больше понимать друг друга. Гостей приняли и в педагогическом колледже. Вместе с волонтерами всероссийского движения «Шьем для наших» ребята плели маскировочные сети для бойцов СВО. Наши двери всегда открыты для любого желающего, кто действительно хочет помочь, да, кто желает помочь, кто открыт душой. Соответственно, мы не можем запретить людям, да, в помощи, что в их желании. Я очень рада, что у нас все больше и больше людей решаются на такой шаг, чтобы помогать фронту, начинают понимать, да, всю важность нашего дела, общего, совместного. В Общественной палате волонтеры проекта «Маяки дружбы Башни Кавказа» встретились с председателем Ниной Чеплаковой, поделились своими эмоциями о поездке и рассказали о проделанной работе. Я хочу вас поблагодарить за то, что, во-первых, такой проект вы реализуете. Замечательно совершенно, и особенно важно это сейчас. Вы совершенно правы. Много у нас сегодня есть разных направлений деятельности Общественной палаты. Но самое главное направление деятельности – это воспитать в молодежи удивление и радость по поводу узнавания друг друга, узнавания каких-то новых мест, поиск точек соприкосновения. В этом году на Северном Кавказе трудились 3 отряда добровольцев. 24 октября команда объединится. Каждая группа покажет короткометражный фильм, в котором подробно осветит всю проделанную работу. Проект «Маяки дружбы Башни Кавказа» проводят при поддержке администрации президента и Федерального агентства по делам национальностей. Зоя Тараева, Георгий Гагиев, Казбек Басаев, Данил Малиев. Новости Осетии. Не просто игра на сцене, а история целой жизни. Завтра во Владикавказе представят долгожданную премьеру мюзикла «Фатима». В основе сюжет культовой одноименной поэмы Костахи Тагурова. В республике ее ставят не первый раз, но в таком формате зритель ее еще не видел. В произведении сочетаются хореографические, вокальные и хоровые партии. Над постановкой работали 1,5 года. На последней репетиции побывала наша съемочная группа. Не просто игра на сцене, а история целой жизни. Завтра во Владикавказе представят долгожданную премьеру мюзикла «Фатима». В основе сюжет культовой одноименной поэмы Костахи Тагурова. В республике ее ставят не первый раз, но в таком формате зритель ее еще не видел. В произведении сочетаются хореографические, вокальные и хоровые партии. Над постановкой работали 1,5 года. На последней репетиции побывала наша съемочная группа. Опускаются декорации, Фатима выходит на сцену. Музыка переносит нас высоко в горы, где разворачивается действие мюзикла. Для актрисы это дебютная роль. Виктория Кисаева признается, поначалу было сложно прочувствовать и сыграть всю скорбь главной героини. Понадобились десятки репетиций и прогонов. Мы очень долго к этому шли. Мы много работали, старались. У нас очень классный коллектив, ребята с ансамбля. Все герои на самом деле очень классные. И мы надеемся, что это тронет сердца зрителей. Играть, петь и исполнять хореографические элементы – задача не из простых, но о роли в мюзикле мечтал каждый актер. И делал для этого все возможное. Роль Дзамбулата для Георгия Гагичаева особенная. Любовь, боль потери, плен. Его герой прошел через множество испытаний. Прочувствовать их и передать зрителю способен не каждый. Это для меня новый формат, потому что я никогда не участвовал в подобных проектах. Но это очень интересно, очень круто, захватывающе. И я думаю, что зрителю это обязательно понравится. Мюзикл особенный и тяжелый жанр. У команды была одна задача – создать что-то, чего еще не видел осетинский зритель. Как отмечает продюсер Казбек Хабицев, это масштабный проект. Задействовано больше 150 человек. Лучшие актеры, хореографы, аранжировщики, один из самых востребованных режиссеров России – Дарья Борисова. Мы старались выйти на мировой уровень. Республику, несомненно, ждет что-то новое и необычное.
Задача изначально была сделать не просто спектакль, а именно соответствующий всем мировым стандартам. Я думаю, что у нас получилось, но опять-таки это решит зритель. Одно дело мы думаем, посмотрим, что скажет зритель. Костах Итагуров – символ осетинского народа. Его произведение и трагическая история Фатимы знакома каждому. Уже завтра зритель увидит долгожданную премьеру. После труппа отправится на большие гастроли по городам России. Алена Агаева, Заурбек Кодзаев. Новости Осетии. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Всего доброго.